Если мы говорим, что с 23 января и снимаем, еще плюс праздничные выпадают по 27, да, мы видим, что морозы настали, вот, видите, 25, 26, 27 числа. Кăчит луннезу увя и сышань, что февральской шонут спонда лыдема луннез пыриса унажик, теплосетищень квитанция злоктиса ыджит сумма извела. Кудымкарской тепловой сети директор объясняет, мы цифры с боштамаш не потолок вылищ. Почему выросла оплата в феврале месяце? Я скажу, что снятие показаний, они передаются или собственниками многоквартирного дома по ответственных лиц, или обслуживающей организации. Прибор учета показывает факт того, что потребил дом, да, многоквартирный дом. Очень получается для кого-то дорого, кто у нас и без работы, кто у нас многодетные семьи, да, которые сидят по уходу за детьми и для престарелых. Но мы всегда идем на уступки, то есть мы не говорим, что платите вот эту всю сумму. Надо платить, конечно, надо платить, потому что это цепочка та, которая, если не оплата не идет, мы не можем оплатить за другие там ресурсные, то есть топливно-энергетический комплекс, это электроэнергия, газ. Идем на уступки те, что человек пишет заявление, мы даем рассрочки платежа. Валентин Лесников сотта мы март месяц понда счет из локта соучаджикаш. Шон ты спонда одер вештаны не откодя. Юралиш шо, что эта ситуация ыджит роль орсасия кыным этажа керку. Мымда квартира сыпочка пырана. И кыч олищез ашныс добросовестная виджена шонытса. Обнаружились врезки незаконные напрямую с этих домов, утепление лоджии, где мы даже не знали, что за эти лоджии вот эти 13-10 квадратов распределяется по населению, то есть что наматывает счетчик, да, вот он распределяется, и это в течение уже многих лет. Вот на сегодня мы узнаем, то есть я хотел бы порекомендовать, конечно, людям не, если такие находят они незаконные врезки, да, но я не знаю, что сосед с соседом, как говорится, должны жить дружно, но когда идет на счет финансов, да, экономики своего кармана, да, я думаю, что надо идти просто в суд и судиться. Еще один фактор, когда шансиджа вешена квитанция зич цифрез. Многоквартирная керка с кудым карн умаля обслуживает на кар отикезла жар, мадикез кынмана. Жалобы поступают от многоквартирного дома, где жарко, где тепло в квартирах. Это надо заниматься регулировкой. Регулировкой занимается обслуживающая организация. К началу отопительного сезона мы акты выдавать таким домам не будем. Начало отопительного сезона, потому что чтобы вопросов не было. Зачем керку из катантория квартира зич олище с кынмана, а вештана не откудя мадикез кат карн уна. Живу я на Дзержинского, 13. Могу сказать, тепло зимой очень у нас не бывает. В некоторых квартирах выше 25, а у нас как на улице минус 25 и ниже у нас 15, 12, 9 градусов. Вызываем, звоним, а у нас все нормально. Тепло подаем. ЖКХ приезжает, смотрит, воды, воздух пропускаем, все нормально. Но нету тепла, мы замерзаем. Сколько платим? По 3000. Суммы большие, вот 2 квартиры мы очень мерзнем. Еще квартира 1 мерзнет. Очень холодно. Хоть бывает, становись холодцом, чтобы не испортились. Шиньины приборлан учетчерн и вечный порядок керку пычка зич тепловой линии. Должен обслуживающая организация. Джимлявно суращеммез и лощетно-отопительная система керкуезен, когда обслуживает такарищ коммунальное предприятие. Косьяна это гожума. Скажем так, в среднем подъезде у кого-то жарко, а крайне мерзнут. Это все зависит от внутренних инженерных систем в подвале, которые находятся. Ну, то есть от арматуры, так, если попроще, от кранов таких небольших, маленьких. К сожалению, у нас износ очень большой. Но мы работаем над этой проблемой, заменяем краны полностью стоячно, чтобы можно было регулировать. Это на дом около 200 кранов уходит. Это как бы удовольствие дорогое. Нынче зимой сделали 2 дома проблемных. Рассчитываем на капремонт. Вот сейчас система, те дома, которые открыли спецсчет, чтобы вот эти деньги на
скажем так, переустройство пустить системы отопления, водоснабжения. Очень много ругает тариф, что 10,70 очень большой. По Пермскому краю у нас самый низкий, даже в Чердыне, 16 рублей. Нюанси з уна, а схема простий. Бит квартира віштише квитанція щерти, кадна локта на теплосеттищань. Учетлам приборы звылыш боштом данные из торята на киркуш квартира излам площадь черти. Сумма испытана не копеечная, сен уна спашката на кезан, кыдж вештына. Конечно, тарифы у нас большие, цены повысились. В январе месяце счета пришли как бы огромные, люди все сполошились. Вот, а в феврале они еще больше пришли, хотя дней было меньше, да. Я звонила в теплосети, они объяснили мне тем, что типа 1 неделя января как бы перенесена была на февраль месяц. Из-за этого у меня вот за тепло, я живу, у меня 4-комнатная квартира, у меня за тепло было 4, как бы 200 в январе, а в феврале у меня 4800. Это очень много. Если у меня пенсия, например, 12 с чем-то, да, то получается, что где-то 5 000 надо отдавать. И вчера у меня приятельница зашла, она в ужасе, потому что она 5 000 отдала, и 9 000 капремонт, и 5 она вообще осталась без существования. Навязывают какие-то суммы, которые для них это хорошо, а для потребителей это плохо. И сия, что вештище завермаса счетная отсрочка, не озланчет, и до июль месяца тариф бара сода. Это Елыч мечталась ачес тепловой сети зландиректор. У «Газпрома» на сегодняшний день это повышение на 7%, на 2017 год с 1 июля будет. И вот у них с 1 июля месяца. Ну а сами слушайте, что за тепловую энергию у нас 1 июля будет это поднятие по индексации где-то на 4%. На сегодня, 15 число, задолженность за отопление населения по городу Кудымкару, да, составляет 15 миллионов рублей. Долги скаяна, но вештыны отир озверма, Кудымкариш олище шуана, что секер быдас коммунальная услуга извела дон сода, зарплата ныла некин осотты. Ирина Батуева, Александр Рябков. Вести, Кудымкар.